Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеев в программе News on Air. Сегодня в выпуске будет обзор интересных новостей из социальных сетей, полезные лайфхаки от якутян. Также поведаем о том, где жители столицы смогут повстречаться с популярными тиктокерами. Ну что, давайте приступим. Невозможно не сказать пару слов о погоде. По ощущениям, сегодня будто поздняя осень. А если быть точнее, с густым снегопадом сегодня на протяжении всего дня обещают дождь. Температура воздуха, если быть точными, сегодня 2-4 градуса плюс. Во второй половине дня обещают до плюс 11 градусов, ветер до 3 метров в секунду. Подобная погода ожидается еще как минимум 2 дня. Ну а теперь о новостях из социальных сетей. Житель Усть-Алданского района порадовал свое село салютом из копии «Катюши». Оригинальный салют устроил своим односельчанам житель села Бейдине Усть-Алданского улуса. Он смастерил копию легендарной «Катюши» из грузовика и запустил залпы из фейерверков. Наикрасивейшие моменты удалось запечатлеть фотографу Хаютановой в Чурапчинском улусе в селе Хатаны. Фотограф заснял потрясающих стерфов. Стерх считается общепринятым олицетворением красоты у народов Якутии. Это самая популярная и любимая птица якутского народа, про которую сложено много легенд, песен и стихов. Сейчас в центральной Якутии активная пора весенней охоты. На днях в большинстве районов заканчивается сезон охоты на селезней уток. И с 29 мая по 4 июня будет сезон охоты на гусей и турпанов общей продолжительностью не более 4 дней. Все якутские охотники и хозяйки не понаслышке знают, что общипать тюрпанов и гуся работа не из простых, она трудоемкая и весьма энергозатратна. Но смекалистые якутяне нашли новый способ, упрощающий этот очень долгий процесс. Таким образом пар смягчает жир. Вот посмотрите, как легко выдергивается. Самая плотная часть – это грудка. Здесь надо попарить дольше. Вот, совсем мягкая стала. Таким вот способом, без лишних сложностей, общипывайте турпанов. Ну и наряду с охотой садоводы и огородники активно готовятся к посадке своих растений. Если вы хотите есть картошку уже в начале июля, то вам следует посмотреть следующий материал, который засняла моя коллега Дарья Анкехова. Посмотрим. Интересно, что Георгий, значит, пространство все свое использует практически на 100%. И вот между рядами с его любимой клубникой я вижу вот такие короба. В них, на мой взгляд, просто опилки, но здесь я увидела есть и картофель. Для чего он это делает? В любом случае есть здесь какой-то аргумент у него. Пойдемте узнаем у Георгия. Георгий, картофель. Вот картошку я выкопал, вот показать вам, вот всем, чтобы вот знать, какие возможности есть. Вот посадили я 12 апреля, приготовил землю, немножко опилки. Опилки. Золу. Зола. Обыкновенно. И немножко плодородной земли, чтобы земля была рыхлая. Угу. И картошку смотрите, потому что вот где глазок, вы обязательно сажаете глазками вниз картошку. И она вот идет вот. Видите, как она растет? Вот они, видите? Они вот вверх тянутся к солнышку, зато они вот это питаются из этой картошки. Где-то недели 2, даже 3 недели питаются. Угу. А корень идет вглубь и формирует будущий урожай. Угу. Где склоны, которые на ней картошка нанизывается. Вот эти
корешки, и они формируют вот это. Они сейчас такие тонкие, а потом они станут как палец толщиной, и на них картошка будет. И когда у вас уже картошка обычно? 5 июля я уже кушаю свою картошку. Вот так вот. В свеженькую. середине лета у него уже Да, есть картошка. я уже не покупаю на этот Да. китайский или какой-то. Благодаря тому, что он это делает заранее. То есть И, это... ну, видите, это вот у меня, потому что такая теплица, так я вот, Да. правильно вы говорили, что я каждое пространство вот соблюдаю. А вот тут у меня, вон, видите, это петрушка, тоже самый посаженный. Вот она, вот эта зелень, это петрушка. Все. Я потом наступит тепло, я ее вытащу, я потом схожу, срезаю и кушаю свою петрушку. Да, то есть не нужно ждать, пока у нас оттают грядки, Ой, садить конечно, туда. потом Все сажать заранее. Ну вот с картошкой это просто удивительный такой лайфхак, да, Это- такие да. советы. Она, То есть... чем хорошо? Сажаем тоже, она уже будет крупная, вот такая высоты, как помидор. И Её, все уже. Да, посадил, и все. То есть картофельная рассада, если быть точнее, да? Рассаду. У меня было 3 года подряд, люди заходят, а что у тебя, как это получилось, что у тебя такая картошка? Вчера-то не было, говорит, Да. картошки на поле. А у него уже просто поле засеяно картофелем, да? Картошка рассада, с детьми вышел, всей семьей, посадили Вот, картошку. видите? А, наверное, соседи А завидуют, думают, соседи прошли, говорят, а как у Чистое тебя поле. на поле чистое Да. это стало? Чистое тут- поле вчера, сегодня уже у тебя такая картошка. Я говорю, рассады. Вот. вот такая история Удивились. про картофель. Запоминаем, Ничего. берем на заметку Не, ну, и пробуем. Можно вот это, штук 10-20 картофлин, что-то в одном ящике. Они, многие, как ее, выращивают как? В ящике ложат, зеленеет, и все вот это, но надо, чтобы она формировала мочку, эту корневую Корневую систему. систему. Потому что глазки потом она травмируется, отпадает, и как она, раненая, бедная, туда в землю идет. А так А вот здесь это все аккуратно. сохранено, да? Да, все Главное правило глазками вниз. Да. Всё. Глазками вниз, чтобы Запомнили. они поднимаются вверх, вот, Мгм. к солнцу. Все идем мы к солнцу. И мы тоже стараемся. Только один Гагарин попал туда, а мы остальные ходим под землей. Музыкальное шоу с участием популярных тиктокеров, звезд телешоу и юных артистов Якутии пройдет в Якутске. Мероприятие состоится 19 мая в спортивном комплексе «Триумф» в 7 часов вечера. На одну сцену с восходящими звездами выйдут и талантливые якутяне с 11 до 18 лет, подавшие ранее заявку на участие в шоу. Познакомиться с блогерами-миллионниками можно будет за день до концерта 18 мая в 17 часов. Звездные участники встретятся со своими фанатами в торгово-выставочном комплексе «Саха Экспоцентр». Присутствие на фан-встрече, как и сам концерт, бесплатное, но требуется предварительно регистрироваться на сайте. Регистрируйся на поколение.мтс.1. Вот уже как 3 года в легендарном театральном училище имени Щепкина обучаются ребята из Якутии. Сегодня якутская группа готова представить свою первую большую работу зрителям и педагогам института на сцене пьеса Островского «Гроза». Не трогай меня. Не трогай меня. Нария Шадрина в роли Катерины из пьесы Островского «Гроза». Главную героиню здесь обуревают страсти, и показать этот мятежный характер – настоящий вызов для молодой актрисы. Это произведение было написано еще 162 года назад, но до сих пор оно остается актуальным, важным и сложным. Поначалу мне было сложно ее воспринять. Не знаю, потому что у нее там внутри очень много чего происходит. И с каждым разом я находила в себе что-то новое, в этой роли именно. Когда я с партнером играю любовь, то я представляю себе, это не мой однокурсник, это герой. И у меня к нему другое отношение. Не так, как однокурснику, а как персонаж к персонажу. Постановку полностью готовят сами ребята. Сценография, свет, звук – это все плод творчества студентов. Настоящее подведение итогов учебы в институте. Причем театральное образование – это не так просто. Постоянные репетиции, мастер-классы, показы выдерживают не все. 3 года и постоянной, не знаю, суеты какой-то. Просто, выматывает тебя физически и эмоционально. У меня аж волосы посидели. А так, в общем... просто надо понимать, зачем ты здесь учишься и что тебе нужно. Если ты учишься без этого понимания, наверное, люди выгорают очень быстро.
Уже несколько месяцев молодые щепкинцы готовят эту классическую пьесу. Причем впервые якутская группа будет представлять выпускной спектакль на русском языке. Но якутская тема все равно прозвучит. Это чувствуется вообще в их, как-то в их существовании в самом. Это, другая русская артистка бы играла совершенно по-другому. Хотя, в принципе, все играло бы то же самое. Но выражение было бы другое. И какие-то вещи, иногда более тонкие, на каком-то таком другом уровне, они это могут проявить даже ярче, чем. Мне бы очень хотелось какие-то у Катерины, например, проявления такие, я ее даже просила, какие-то переход в какое-то другое измерение, в такое в шаманское, и мне кажется, что она это делает. Впереди премьерные показы спектакля. И это настоящий экзамен. Оценивать работу наших земляков будут и обычные зрители, и высшее руководство института. Максим Кардузо, Джур Березкин, Москва. На этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся завтра в эфире телеканала «Якутия-24» в это же время. Ну а вам, дорогие зрители, я желаю отличного дня. Выходя на улицу, не забудьте захватить зонтик и будьте осторожны на дорогах.